я думаю, всех остальных, то есть кто здесь, уже будем сразу начинать. Дорогие друзья, вот величие Аскизской степи заключается в том, что здесь на небольшом участке протяженностью 37 километров расположено огромное количество памятников истории и культуры, выражено в основном преимущественно вот подобными курганами. Вот здесь маленький курган. Вот буквально на днях мы были на самом большом кургане, который полгектара площади занимает. Здесь он очень маленький, но тем не менее очень интересный, потому что один из угловых камней имеет изображение. И вот мы попробуем сейчас узнать, что это за изображение и выяснить, чему же оно все-таки посвящено. Поможете? А я хочу предложить вам дать фотографировать. Как правило, это в форме фалоса. Всегда. Ну, кому что? На самом деле... Ну вот здесь видно, да, немножечко? Это копейка занимается. Голова, Да, видно. руки, туловище, ноги и несколько гипертрофированный фаллос. Это изображение посвящено культу предков. Вот этот человек, вот этот мужчина, когда-то дал начало жизни многим тем людям, кровь которого, возможно, еще течет в нас, грубо сказать. Кому это мужчина подарить, наверное, вам. Да, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Свои лучше гостям подарить кому-нибудь. Они год, серогод не делают. Да, вот прям с подведы. Заходите сюда, там, где нет ветра. Дорогие друзья, вот мы уже в курсе того, что курганы бывают разные, да? Они разных эпох, начиная с 6000-летней давности, заканчивая 500-летней давностью. Но и даже современные захоронения хакасские, они ну, практически копируют те древние курганы. То есть по технологии один в один, только уменьшенный вариант. Нам, даже местным жителям, как-то, когда мы смотрим на эти курганы, мы к ним уже настолько привыкли, что уже не обращаем внимания. И нам, так же, как и приезжим гостям, кажется, что вот эти курганы расположены хаотично. Ну, естественно, да, вот куда ни глянь, или куда лопату не воткни, у нас всегда мы попадаем на предмет археологии или объект истории. Но если приглядеться, оказывается, что это не совсем верно. Наши старики утверждают о том, что те люди, которые были захоронены в этих курганах, а у нас вообще археология началась именно с Хакасии, когда приезжают археологи на летние раскопки, они всегда заявляют, что не надо копать, потому что история уже написана, прописана много раз, тревожить прах умерших не стоит. Всегда требуют прекратить раскопки. Но понятно, что этого невозможно сделать, потому что есть определенная необходимость. Но меня больше всего удивляет то, как они это мотивируют, почему нельзя копать и почему нельзя тревожить. Не потому, что это наши предки, да, мы не знаем, предки они наши прямые или не прямые. Они объясняют это тем, что те люди, которые жили здесь, это были великие люди. Величие заключалось в том, что только им удалось изменить полностью ландшафт Хакасии. Вот территория, небольшой территории Юга Сибири. И наш ландшафт Хакасии, он по сути это сформирован памятниками истории, археологии и объектами культуры. И те люди, которые здесь захоронены, они, оказывается, себя, ну, по рассказам местных жителей, они себя к обычным землянам, простым земным людям не относили. Они относили себя своего рода к небожителям. И они смогли отобразить карту звездного неба на земле в виде курганов. И говорят, если вы раскопаете курган, то там, может быть, погаснет какая-нибудь звездочка. Этого нельзя ни в коем случае делать. Ну, очень интересное, конечно, объяснение, да. Это понятно, что это интерпретация, возникшая только для того, чтобы сохранить. А может быть, так оно и есть. Но если приглядеться, то мы тоже можем увидеть, что курганы расположены не хаотично, а в определенном порядке. Вот посмотрим вот туда. Прямо вот сквозь стекло, рядом с деревом курганчик, камни, да, стоят. Прямо за вами курган.
потом посмотрим вот туда назад, там курган, через дорогу тоже курган. Они идут четкой ровной линией. Вот если приглядеться на тот курган, где мы уже были, копировали мужчину, да, кому он достался, как повезло женщине. Вот. И вот этот, они тоже четко на линии расположены. Сюда, от ветра. И если посмотреть тот курган, и как курган за вами, и справа от нас, то у них получается равнобедренные стороны. То есть появляется равнобедренный треугольник. Вот это как раз удивляет, что в степи 3000 лет назад люди могли сделать четкий ровный квадрат. Мы даже сегодня с помощью линейки квадрата рисуем, да? А тогда, не имея никаких подручных средств, они могли это сделать. Тем самым мне нравится вот эта мысль, которая объясняет, что такое курганы для местного населения, почему они все время просят сохранить ее. У меня возник вопрос, когда я записывал у одной женщины историю про звездных людей. Я говорю, ну наверняка должна быть какая-то еще, какой-то яркая звезда должна быть, да, в наших же широтах, ну какая яркая звезда? Вот в южных широтах это Южный Крест, а у нас? Он говорит, а у нас Алтын-Тек, золотая коновязь, или Алтын-Марха, говорят, золотая пуговица, то есть полярная звезда. Я говорю, а что же здесь изображено в этой степи, вот отображает полярную звезду? Говорит, Улух, Туяхине, великая каменный материал. Прошу пройти в павильон, и мы продолжим. Дорогие друзья, вот мы с вами сделали всего несколько шагов, но на самом деле очутились в одном из древних храмов, естественно, современных. Это уникальное место, которое привлекает к себе внимание уже много тысяч и сотен лет. И даже сегодня, скажем, культурное влияние памятника, оно продолжает действовать на местное население. Дорогие друзья, мы с вами находимся в павильоне, внешне напоминающий традиционное жилище хакасского народа. Мы не случайно оставили его с прозрачными стеклами, стенами, для того, чтобы рассматривать памятник в контексте с имеющимся ландшафтом. Потому что те легенды, которые нам удалось записать, зафиксировать среди местного населения, они говорят о том, что, то есть они говорят неразрывно о ней, неразрывно от этой степи. Мы видим перед собой песчаниковый обелиск, внешне напоминающий беременную женщину. Ну, давайте приглядимся, да? Шапочка. Под шапочкой достаточно реалистичное лицо. Живот, напоминающий живот беременной женщины. И вот если приглядеться к лицу, то мы можем увидеть широкий лоб, широко раскрытые глаза, нос, ноздри. Ноздри открыты так, как будто она вдыхает больше воздуха. Губы, рот открыт, как будто бы она говорит или поет. И мы видим мощный такой волевой подбородок. Вообще по типу можно сказать, что это переходный такой тип, да, то есть ну, по скулу можно сказать, это типично азиатский, а вот по этому мощному подбородку все-таки получается, что немного и еще и европейский. Больше качинский тип или сагайский? У нас есть такая трактовка. Если человек открыл рот, значит легкие открылись. Значит, легкие открылись. Врата в легкие открылись. Наверное. Здесь немного другая история. Об этом памятнике среди местного населения ходит очень много легенд. У этого памятника есть имя. Улук, Хуртояхине, Улук великая, Хуртоях обращенная в камень, и Иней это матерь. Но есть еще, да, и есть еще одно имя Улук, Хуртоях Тас. Улук великая, Хуртоях обращенная в камень, Тас это жена Ульгейная. Тазахан, то есть хозяйка всего живого. Вот такая легенда есть еще. Здесь есть легенды, то есть, ну, по сути, легенда это те вещи, которые помогают сохранить памятник в первозданном виде. Мы видим, что памятник создан из непрочного материала, это песчаник, по сути, прессованный песок. Представьте себе, что памятник, по мнению ученых, был создан, скажем, в середине 2-3 тысячелетия до нашей эры. То есть это 4,5-5 тысяч лет назад.
трудно себе представить, но именно в то время на территории Юга Сибири было создано огромное количество памятников. У нас насчитывается их порядка 500. Большая коллекция памятников находится на сохранении в Республиканском краеведческом музее имени Леонида Романовича Казанцева. Наверняка там были уже, смотрели, потому что это бесподобная коллекция, в мире подобного, конечно же, нет. Большая часть памятников была создана именно для того, чтобы решать какие-то насущные проблемы. Одним поклонялись для того, чтобы скот рос и приумножался, другим для того, чтобы погода была хорошая, третьим еще какие-то. Да? А Великая Каменная Матерь, по легендам, она должна решать проблемы человеческого деторождения. Однажды со своим мужем Сартакпаем она проживала у самых синих гор в начале Великой Степи. Вот самые синие горы, округи Западного Саяна. Проживая в самых синих гор в начале Великой Степи, Великая Каменная Матерь родила своему мужу 199 детей. Были люди в то время, не то что нынешнее время. Вот. Ее муж, ну, по одной легенде это Сартакпай, по другой легенде Харапай, черный богач. Это человек, который оставил о себе великую память только потому, что он творил добрые дела. Он облегчал жизнь соплеменников. Он строил мосты, он строил дороги, он направлял русло рек. И по одной легенде река Абакан появилась именно благодаря ему. Он направил ее в нужном направлении, потому что она все время бегала и мешала людям жить, то есть все время подтопляла. Однажды он по самой высокой горе решил прорубить дорогу. С той стороны дороги к ним стали приходить враги. Семейство вынуждено было бежать. Вот здесь есть представители Тувы, там есть история о Тюхая. Вот одна из легенд, объясняющая происхождение Тюхая, это вот как раз действие вот нашего героя Харапая. Значит, враги стали насаждать, приходить еще в большем количестве, семейство вынуждено было бежать. Вот бежали они до горы Хазалхая. Вот если обернуться вот в ту сторону, да, вот эта гора прямо за нами, она называется Хазалхая. Хазал красная, это не от того, что там она окровавлена, а просто от того, что там выхода красного песчаника очень много. И на зорьке, утром и вечером, когда косые лучи солнца ложатся на этот камень, он отражает краснотой, поэтому называют Хазалхая. На этой горе есть полоса. Вот эту полосу местные жители называют дорогой любви или дорогой Великой Каменной Матери. Вот меня, когда я записывал вот эту историю наших старших представителей старшего поколения, вот 3 секунды назад бабушка говорит, что война, они бегут, их сейчас уничтожат, и тут же про дорогу любви. Вот как это вот можно, да? Но в жизни иногда действительно бывает, что от крайности до крайности, да, всегда. Но народ объясняет это просто, что Сартакпай или Харапай настолько сильно любил свою супругу, не просто любил, да, а еще сильно любил свою супругу, что он не позволял ей ступать на черную землю, на голую землю. Он вымащивал перед ней дорогу. И здесь мы тоже решили выпустить продолжение вот этой традиции. Вымасил перед ней дорогу. Дорогу выместить до конца он не успел, потому что нужно было поговорить с врагами. Он приказывает своей жене и детям убегать и не оборачиваться. Сам же пытается поговорить с врагами, идет навстречу врагам. Враги немножко опешили, что вот семейство, которое убегает, вдруг отделяется хозяин и идет к ним навстречу. Значит, войско начинает пугаться и начинают отступать сами от неожиданности. И от смеха вот этот Харапай, говорят, что у него лопнула печень, и он стал огромным тоже каменным изваянием. Супруга, не посмев нарушить приказ мужа, она почему-то превращает всех своих 199 детей в бусинки и отдает их воле ветра, то есть рассеивает их по свету. Там, где упала бусинка, там появился народ. Говорят, от моря до моря, от края до края, докуда долетели ее бусинки, ее дети, это все ее дети. И вот эта история, она тоже очень поучительная, потому что в основном мы все с вами живем в христианских догмах, да, в христианских традициях. Мы знаем, откуда взялись народности. Потому что они строили башню, и Господь наделил их языками, так появились нации. Так объясняет Библия. Здесь же мы сталкиваемся с тем, что
местные жители, они тоже пытаются искать, скажем, есть попытка объяснения, откуда появились нации. Здесь объясняется просто, что все мы дети Великой Каменной Матери. Неважно, русский ты, хакас, не хакас или еще кто-то, все мы ее дети. Сама же, прыгнув с горы на эту сторону, она, пока летела, она поняла, что случилось нечто невозвратное, непоправимое. Это величайшая трагедия. Семьи не стало. Муж остался где-то за горизонтом, дети рассеялись по свету, в гордом, но несчастном одиночестве долетает до сюда. Здесь мы видим, что она оборачивается, да? То есть, если смотреть с горы, летела, она оборачивается, она нарушает запрет мужа. И вот давайте мы приглядимся к ее лицу, мы можем увидеть, что у нее широко раскрыты глаза, состояние взволнованности, страха, какой-то тревоги. Нос вдыхает она очень много, рот открыт так, как будто она кричит или даже поет. Но музыканты говорят, что она все-таки поет, потому что очень правильно, скажем, открыт аппарат. И легенды тоже говорят о том, что вначале она, конечно, заплакала, не увидев никого на горизонте. А затем вот она поняла, что среди этого ветра никто ее не услышит, здесь ветер всегда. И она стала петь. И пела, говорят, так красиво, так хорошо, что сам Творец Хайрат-хан услышал ее и повелел ей быть каменной богиней на земле и людям даровать того, чего им обычно не хватает. Женщине и дитё, мужчине светлого разума. Простые вещи. Но все, что просто, это обычно бывает еще и истина, правда? Женщине и дитё, это в прямом и переносном смысле Бог любви. Это тот цемент, который укрепляет союз мужчины и женщины. Это то, что дает новые ресурсы, да? Вот, новые чувства. Ведь любовь – это свойство, которое имеет угасать, а потом оно появляется опять во внуках. Да, вот это чувство. Да. Светлый разум. Говорят, если у мужчины все хорошо, в семье хорошо, у него в голове нормально, то в семье хорошо. Если в семье хорошо, в роду хорошо, все мы живем с вами родственниками. Голова тогда на остальное что-то. Тоже что будет, да. Это не без этого, не без этого. И если в роду хорошо, то это и с соседями хорошо. Это говорит о мире. И не случайно уже, как показывают археологические раскопки, которые производились на этих местах, последний проводилось в 1961 году, Леонид Романович Кизласов проводил, он выяснил, что уже много тысяч лет сюда приходят люди, чтобы совершать свои древние обряды. Они приносят сюда белую пищу, белую еду и просят принять Великую Каменную Матерь свое подношение или отвергнуть его. Первое вообще упоминание об обряде, который проходил здесь, принадлежит немецкому ученому, но по сути это первый человек, который открыл Сибирь. В 1721 году по просьбе Петра I сюда, в Сибирь, прибыл Даниил Готфрид Мессершмитт. Образованный человек, он, в общем-то, ему принадлежит несколько удивительнейших открытий. Первое открытие, которое потрясло его и всех его соратников, ну, просто спустившись с гор, подойдя к первому кургану, увидел, что на этих курганах скандинавы уже руническими буквами чего-то написали. У него было такое впечатление, что скандинавы здесь уже прошлись. Каково же было удивление, когда выяснилось, что это не скандинавы вовсе, а местная, скажем, это тюркская письменность, которая возникла на 300 лет раньше славянской письменности. Второй памятник, который потряс его воображение, это памятник, возле которого мы сейчас с вами находимся. Он увидел, что местные жители обходят ее 3 раза, после чего к ее ногам в траву кладут заранее припасенную снедь, старорусская еда, да, понятие, и подарки, после каковой обращается к ней со своими молитвами. Вот одна из молитв звучит так, что вот у всех животных есть дети, у птиц и даже у рыб есть дети, и даже у несчастной собаки моей есть дети, а я несчастный, дай и мне счастье быть матерью. Прими мой подарок и не отвергни его. То есть награди меня или накажи меня. И считается, что именно после этого человек может заполучить то, чего ему обычно не хватает.
Если мы приглядимся к ее животу, то мы можем увидеть, что на животе тоже есть рисунки. Рисунки разделены на 3 части. Верхняя часть, средняя часть и нижняя часть. В верхней части есть кружочки, вот кружочки, вот еще один, как третий глаз, да, полосы. Вот здесь 2 полосы идут, вот одна, вот кружочки. И здесь как будто бы ротик. Но можно предположить, что это все-таки лик какого-то духа, может быть, среднего мира, да, потому что верхний вот он. Но однажды, проводя экскурсию в День пожилых, раз в году у нас в России бывает, к нам привозят великовозрастных людей, я вот рассказываю, ну, как обычно, я читал из книг, и вот одна бабушка мне рассказала удивительную историю, которая мне очень нравится, поэтому я тоже думаю, что я расскажу ее вам. Она говорит: сынок, ну, все, что ты знаешь, это очень хорошо, но ведь это не совсем то. И она с помощью вот этих кружочков, закорючек смогла, по сути, объяснить всю философию осмысления жизни Хакасова. Рисунки разделены на 3 части. Верхний, средний и нижний мир. Верхний мир – это мир неба, худыйлар-шир, средний мир – это күннүк-шир, это солнечный мир, это тот мир, в котором мы сейчас с вами находимся. И нижний мир – это сынчер, правильный мир. Туда человек, оказывается, стремится, а не наверх. В верхнем мире есть солнце и луна. Это как папа и мама. Только вот из 2 получается что-то одно среднее. Да? Вот эти полосы, она говорит, это что-то шола, это реки жизни. По этим рекам жизни человек с мира богов, с мира неба спускается в средний мир. В среднем мире вот всего 2 полосы. Вот эти 2 полосы, они имеют действительно продолжение, повторение в шаманских бубнах. Там Ширсу, родина, изображена всего 2 линиями. Гора и вода. То есть одна четкая и другая вот прерывистая. Это родина. Только здесь человек может родиться. Здесь есть, можно присесть. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу, можно пожелание сказать. Она, поскольку она беременная, пусть родит, значит, великого хакасского хана, владыку земли. А это будет. Спасибо. Значит, я продолжу. В среднем мире есть предназначение, как она объяснила, у человека, предназначение жить в любви, в гармонии, созидания. Тоже все очень просто. Любовь к окружающему миру. Гармония, языком гармонии как раз служат обряды и ритуалы, которые прошли экзамен временем. И созидание, то есть мы что-то после себя должны оставить. Вот, может быть, поэтому наши предки оставили великолепные ландшафты. Да? То есть это же величайшее наследие, которое должно радовать нас, но это еще и заставляет быть нас ответственными. Приходит время, человек из среднего мира уходит, естественно, он попадает в руки Эрликхана. Эрликхан – это типа вот верхнего бога, который забирает человека. И она очень забавно рассказывала, что Эрликхан, она говорит, что это телевизор. Она так говорила, что, а знаешь, говорит, у него же на груди телевизор есть. Говорит, в этом телевизоре все записано, что ты делал, хороший или плохой, когда ты перед ним станешь. Говорит, если ты что-то плохое делал, говорит, он твои кости сотрет в порошок. Ах, тихо, ты станешь 0, даже не 0, тебя вообще не будет. Ты ни вверх, ни вниз уже не попадешь. Это самое страшное. Если ты вел хороший образ жизни, будучи в среднем мире, вел правильно себя, дружил с окружающими людьми, жил в гармонии, созидании, то он дает, оказывается, право Öрлitmara. Он дает право Öрлitmara – это подняться. Не опуститься, а подняться. И подняться, попасть в нижний правильный мир. Сантиргеба. Правильный мир попасть. В правильном мире тоже, она сказала, вот эти кружочки, это тоже солнце, луна. Видишь, говорит, они не такие четкие, как здесь, потому что там полумрак. И там человек живет обратно, от старости к младенчеству. Тоже очень жизнеутверждающая такая позиция. Мы же не знаем, что там нас ждет, да, на самом деле. А наши бабушки знают, говорят, там лучше. Потому что там нас могут ждать наши ранее ушедшие родители. Человек и там растет в обратном порядке, он младенеет, когда он совсем становится маленьким, вот эта лодочка, колыбелька, челнок, как бы мы его ни называли, который держится тонкими, то есть здесь есть небольшая маленькая выбивка, которая ведет его
а обратно в Молочное озеро. То есть вот это не третий глаз, оказывается, это Сютюкель, это то озеро, в котором человек живет нерожденным в своем состоянии. Очень похожа сказка Ганса Христиана Андерсена «Кеннисонский сад», где дети живут до тех пор, пока их не заберут родители. Таким образом, она смогла вот простыми, вот очень простыми объяснениями, она смогла убедить меня в том, что Великая Каменная Матерь на самом деле в своем животе держит, оказывается, не ребенка, как нам хочется, да, как нам говорят стереотип, когда мы говорим про беременность. Она держит в своем животе весь мир, весь космос, которым суждено жить человек. И может быть поэтому в 1951 году вот этот памятник был изъят отсюда. Ну, понятно, что это было в целях сохранения, потому что строили дорогу, соединяющую братские народы, потому что если поехать по этой дороге, мы приедем в Туву, потом можем попасть в Монголию, и если ехать еще дальше через пустыню. Алтайская принцесса, которая сейчас много скандала, и все, на самом деле, конечно, она никакая не шаманка, это была невеста, которая ехала из Китая, чтобы выйти замуж за алтайского принца, и по дороге умерла. И вот ее захоронили, ну там уже сейчас понакрутили вокруг него. Я просто был вот там, разговаривал с этими, с местными шаманами. Я, честно говоря, не думаю, что невесте вот на Романте стоит. А тогда он был группировки были очень, потому что в кыргызском государстве шея, руки, у мужчин во всех штатах татуировались, и женщин Что, идемте? Идемте. 1896 года производства. Вот эта юрта была впервые построена, когда сын Арсис, вот отца забыл, сейчас резко начал говорить, забыл, как его зовут отца. Ну ладно. Когда Арсис захотел жениться, отец решил отделить их, и на север, скажем, от своего жилища он построил для сына вот эту юрточку. Юрта, вообще как явление, юрта возникла практически 2500 лет назад, и свидетельством именно вот такого рода юрта является наскальные рисунки на горе Бояры. По-хакасски Бояров. Но она была же не деревянная, наверное, какая-то. Боярах, да? Другая. Ну не деревянная она была. Не, ну войлочная, конечно, но это уже, да, более позднее. Так, кто еще? Какую версию предположит? Позвольте я все-таки продолжу, да? Деревянная она была, войлочная была, она была краевая, берестяная, из жердей. Она была разная, но она была. И она... Не, но кочевники не могли деревянную вещь строить, она им неудобно Вы совершенно перевозить. верно. Да. Хакасы не относят себя к кочевникам. Ну, нет, ну, Хакасы да. не относят себя к кочевникам. У баев были войлочные юрты, но это только для того, чтобы куда-то откочевать на время. А здесь климатические условия такие, что нет такой нужды. Даже сегодня. Подоили коровку, выгнали, она сама вечером приходит, потому что у нас очень комфортно для скота, и нет такой нужды, то есть климат здесь достаточно благоприятный для того, чтобы, ну, скажем, это вторая модель хозяйства, не отгонное скотоводство, а не кочевое вот такое. Поэтому хакасы, конечно, строили вот такое жилище. Удивительно, но именно в таких жилищах рождались огромное количество героических эпосов. У хакасов, вот, мне не дадут соврать, сотрудники Хакнияли, там есть рукописный фонд, в котором собрано порядка 300 героических хакасских эпосов, еще не опубликованных. Вот вчера была Валентина Евгеньевна с нами, да? Она была первый исследователь этого такого жанра и, в общем-то, Алтенара. Но именно вот эти сказания, они появлялись, конечно, вот в таких условиях. Вот эта юрта, значит, она несколько раз была перевезена. Последний раз мы ее перевезли в 2005 году, когда нам ее передали. Мы ее восстановили, конечно же, немножко отремонтировали. Здесь видны следы ремонта, да, то есть верхние круглые перекладины это родные изначально, а вот эти уже пиленные, они появились уже в 40-х годах. В 1917 году, когда русский царь, скажем, отказался от престола, для хакасов это тоже была трагедия, потому что все понимали, что наступает очень трудное время. Никто не понимал, от чего же ждать дальше. В
1937 году хозяина вот этой юрты раскулачили только за то, что к ним приходил соседский мальчик, и когда он заходил в юрту спросить про сына Василия: Вася, а ты выйдешь сегодня поиграть? Он обязательно должен был взболтнуть масло, то есть сметану, чтобы взбить ее. То есть люди, которые жили в юртах, у них не было свободной минуты для отдыха. И каждый входящий обязательно должен был помочь хозяевам хоть немножко взболтнуть масло. Тройка бедняков, да, качнуть, взболтнуть, тройка бедняков. Давай напишем донос. Написали донос, что вот он использует рабский труд, детский труд. Ну, мода была тогда такая, раз, и раскулачили. У него забрали избу 5 стенок. У него сейчас были плуг, у него было огромное количество лошадей, значит, у него было 11 детей. Каждые 3 дня он закалывал одного барана. Это в неделю 2 барана, в месяц 8, в год 100 с лишним баранов он должен был держать. Это только чтобы покушать. А еще если директор колхоза заедет, князь, то, значит, обязательно надо было зыхан делать. Так? Еще араку надо обязательно приготовить. Вот. Это огромный труд. Каждое утро 3 дочери вместе с бабушкой отправлялись доить 75 коров. 75 коров, молоко, вы знаете, бывает только у тех коров, которые принесли телят, да? То есть 75 еще телят должно быть. Еще 20 бычков от позапрошлогодних осталось, потому что 30 из них где-то были обменены на предметы необходимости по хозяйству, в уплату налогов ушли, может быть, каких-то, да, земельных и прочее. То есть порядка 220-240 голов крупнорогатого скота хозяйство вынуждено было держать. Более того, хозяин был еще азартным человеком. Арсис был азартным человеком. Чистугешев, он из рода Читепюр. Он держал 7 рысаков, 20 тяжеловозов. Это чтобы колхозу помогать. И 100 лошадей он держал, как говорится, до кучи, в одно стадо, потому что сыновьям надо было чем-то заниматься. То есть 127 лошадей, 240 коров, быков, порядка 200 мелкорогатого скота. Это не считая птиц, дичи и еще что-то. Но одной баранины тоже, знаете, сыт не будешь, да, хочется немножко разнообразить свое питание. В 1938 году, конечно, его раскулачили. Много чего было отобрано в 1937 году. В 1938 году бабушка добыла какой-то документ, который указывал на то, что чуть ли он не дееспособный, что он случайно попал в Сиблак, сибирский лагерь, и каким-то образом она вызволила. Когда нам передавали юрту, вместе с юртой нам передали еще и вот эту... Нет, не вот эту, вот она, вот эта шуба. Обычная хакасская шуба, овчина, крытая китайским плисом. В советское время немножко добавили красного бархата, чтобы соответствовать духу времени подол. И обшлага этой шубы были отделаны передними камусами беличьих лапок. Сама шкурка белки, она шла в уплату налогов вместо разменной монеты. А 2 лапки передние срезались, потому что они заготовителям были не нужны. И использовались в отделке одежды. Шуба до того, как мама вызволила своего мужа, была тяжелая. Потом дочь мне объяснила, почему она была тяжелая. Потому что золотые монеты хакасы вшивали в подол шубы. А когда отец вернулся, шуба стала легкая. Но, видимо, золотые монеты тоже сыграли свое... То есть нашли свое место. Зато отец вернулся. И с того времени Арсис опять начал новую жизнь. В общем-то, в 1941 году, когда его сыновей стали забирать в советскую армию, он попросил сыновей поменять крышу и двери. Ну, понимаете, да, сегодня у нас для гидроизоляции служат специальные, там, искусственные изолирующие средства, а в то время в основном это была береста, сшитая, проваренная береста. Она тоже через 20-25 лет приходит в негодность. И он попросил поменять крышу. Он не мог знать, вернутся сыновья или не вернутся. Он понимал, что это что-то трагичное такое. И на двери есть зарубка 1941 года. Мы вначале думали, что это время, когда юрта была создана. Нет, потому что они, слава богу, дети-то живы, которые родились в этой юрте. Они говорят, это когда мы уходили, значит, на войну,
когда нас забирали в советскую армию, мы, говорит, сделали зарубочку. А потом, когда вернулись они в 53-м году, потому что 3 брата попали в один полк, и они форсировали Днепр. Понимаете, для людей, которые, скажем, белку добывали в глаз и старались подбить меховые, скажем, животные, да, на мех, чтобы потом его на что-то обменять, на деньги там, или еще на что-то, старались не подпортить шкуру, конечно же, они были на хорошем счету на войне. И им пришлось форсировать Днепр. Один из 3 братьев был контужен и очень долгое время находился в госпитале. И 2 брата не могли его бросить, потому что, ну, во-первых, он был контужен, он слабо говорил по-русски, и, в-третьих, это не их земля. Они не знают, что потом дальше будет. И они вынуждены были остаться, пока он не выздоровеет. И когда они вернулись в 1953 году, в этой юрте их уже никто не ждал, потому что на них пришла похоронка. И, ну, тогда, наверное, очень много. Вообще в Хакасии, боюсь ошибиться, но по мнению одного из исследователей, 247 хакасских фамилий исчезло. То есть мужиков не стало, мужчин не стало. Они вернулись, и в этой юрте началась действительно счастливая жизнь. И из этой юрты вышли знаменитые экономисты, знаменитые музыканты, знаменитые журналисты, и они сделали действительно большой вклад в развитие хакасской национальности, да, и не менее большой вклад в приближение победы над, скажем, Она стоит на своем месте, да? А вот эта юрта была перевезена нами, да, перевезена, значит, и перевезена, то есть она была вручена нам, подарена нам именно для того, чтобы в этой юрте мы могли проводить какие-то мероприятия и рассказывать через призму истории жизни хозяев этой юрты, историю хакасского народа. Что же хакасскому удалось последний починить? год, когда здесь жили, это какой? Последний год здесь жили, сейчас скажу, в 2004. То есть они продолжали здесь жить, но она приходила в негодность, потому что бабушка уже не могла содержать. Сыновья-то, они же разъехались, они приезжали. В Хакасии 112 юрт, 12 из них до сих пор жилые, и сейчас за последние 3 года появилось еще порядка 40 новых юрт. Сейчас мода, даже в Абакане вы будете приезжать, увидите, что там новые юрты появились. Квартиры здесь, такие комнаты выделяют, коридоры. Не обязательно. Особенность юрта в том, что здесь, несмотря на то, что это однокамерное жилище, оно условно разделено на несколько частей. Южная сторона наиболее теплая, она наиболее темная, она принадлежит мужчине. Наиболее светлая, наиболее холодная сторона, учитывая северо-западную розу ветров, функционально просто хранить удобные продукты, а не женскую красоту сохранять, да? Потому что она принадлежит, то есть вот эта сторона принадлежит женщине. Здесь нет такого. Хакасы не любят, когда говорят, вот ты вот сюда ходи, а ты вот сюда не ходи, а то у тебя что-то отпадет или что-то вырастет. Нет, это однокамерное жилище. Это жилище, в которое невесту приводят, покрыв платком, а будет вокруг очага и говорят, вот все, что ты видишь, это твое. Потому что мужское добро, оно находится это мужчина и женщина вот это вот? За пределами. Наверное. Мужское, оно за пределами. Добро и хозяйство, скажем. Ну, обращаем внимание на кровать. Да? Кровать высокая, закрытая пологом. То есть откуда берутся дети в хакасском культуре, это строго табу. То есть это возведено на уровень инстинкта. То есть никто никогда, ну, редко, когда отец сыну или там мать дочери объясняет какие-то явления. Потому что это возведено на уровень инстинкта. Человек должен обязательно это испытать. Природом кюбинди говорят, то есть одна палка не горит. Поэтому это обязательное чувство, которое человек должен пережить в своей жизни или испытать. В общем-то, в этой юрте в современной истории Хакасии был снят фильм «Тайна Хуштехтас. История Хакасии сквозь глубину веков». То есть несколько фильмов игровых, документальных было снято именно в этой юрте. И я думаю, что эти диски, они где-то наверняка есть, можно будет обратить. Я свою такую сумбурную экскурсию заканчиваю.
Значит, и мы должны продолжить наше путешествие, да, в Верхнюю Тюрю. А фамилия Ларакем? Сколько километров? Фамилия Ларакем? Верно. Кстати, про это табу в хакасских сказаниях очень много о том, как, допустим, хан выбирал жену. Вот там 10 претенденток. Он ждал, когда они идут в туалет, он подслушивал, и у которой самая сильная, мощная струя, то есть у нее нормально действуют все органы, он выбирал именно ее. Вот по этому принципу. Можно много чего рассказывать, но надо... 21 палец.